Здравствуйте, на телеканале «Новый век» программа «Вызов 112», в студии Сергей Хайдаров. И сегодня мы расскажем, какой приговор суд вынес мужчине, обвиняемому в убийстве и расчленении своего собутыльника. Это наказание, будем говорить, чрезмерное. Рабовладелец 21 века. Гафиятову предъявлено обвинение в превышении должностных полномочий, а также в использовании рабского труда, повлекшего тяжкие последствия для потерпевшего. Как бывший полицейский взял себе крепостного, а также хроника дорожных происшествий. Он-то виноват, но смысл в том, что спровоцировал аварию человек, который уехал. Это и не только прямо сейчас. Сегодня Новосавиновский суд Казани вынес вердикт 49-летнему Олегу Сафонову. Мужчину обвиняли в убийстве своего собутыльника и последующем расчленении тела. Его задержали 8 октября, когда сильно пьяный мужчина нес мешок с останками человека на берег Казанки, чтобы закопать в песке. Нависа Минязова со всей историей. Преступление произошло в результате драки. Мужчина уже не раз рассказывал, что сам не понял, как убил своего собутыльника, а дальше оставалось только избавиться от тела. Его задержали в ночь на 9 октября минувшего года, как раз когда он нес расчлененного собутыльника закапывать в песке на берегу реки Казанка. Следователи установили, что до этого 8 октября он пошел в магазин за спиртным. Там познакомился с 57-летним жителем Зеленодольска и пригласил его домой. Пили часа полтора, затем поругались, позже в ход пошли и кулаки. Соседи в тот вечер шума не слышали, но утверждали, застолья были там частыми. С кем жил, не знаю, но образ жизни вроде нехороший. Выпивал? Да. Конфликт в тот вечер был недолгим. Мужчина ударил своего гостя топором, хотел вытащить тело из квартиры, но убитый был слишком тяжелый, да и сам был сильно пьян. Решил выносить по частям. Расчленил, один мешок вынес и закопал. Задержали, когда нес второй. Перед тем, как услышать вердикт суда, подсудимому дали высказаться в последнем слове, где он вину свою признал и раскаялся, а также просил прощения у родственников погибшего. Он рассказал, что в момент преступления не отдавал отчета своим действиям и был сильно пьян. У представителей Фемиды же он просил строго его не наказывать, объяснив, что хочет поскорее вернуться домой и ухаживать за своей престарелой мамой. Мужчину психиатры признали вменяемым. Гособвинитель просил отправить его на 15 лет в колонию строгого режима. Судья уменьшил этот срок на 4 года. Это наказание, будем говорить, чрезмерное. Поэтому и я так должен говорить. Он планирует обжаловать его? Да. Подсудимый не согласен провести следующие 11 лет в местах лишения свободы и планирует обжаловать решение суда в вышестоящей инстанции. Нависа Минязова, Константин Бушуев, вызов 112. Убил родную мать и не смог с этим жить. В одном из домов села Беркет-Ключ Черемшанского района обнаружили тело 84-летней женщины с признаками насильственной смерти. А в бане ее 55-летнего сына. По версии следствия, мужчина после изрядного употребления спиртного напал на маму, расправившись с ней. По данному факту Следственным органом Следственного комитета Российской Федерации по Республике Татарстан возбуждено уголовное дело по статье убийства. Полицейские ищут пострадавших от действий членов организованной преступной группы, которая с марта 2014 года по февраль 2019 совершала серию преступлений в отношении предпринимателей Советского района Казани. Полицейские задержали 17 подозреваемых в совершении 25 преступлений. Это незаконный оборот наркотиков и оружия, кражи, вымогательства, грабежи и разбои, умышленное уничтожение имущества, угон, хулиганство и угроза убийства. Однако у сотрудников полиции есть основания полагать, что обвиняемые, а также их неустановленные на данный момент сообщники, совершили ряд аналогичных преступлений. Всем, кто пострадал от действий вышеуказанных лиц или имеет сведения об их противоправной деятельности, необходимо обратиться в МВД по Республике Татарстан. Спровоцировал столкновение 3 машин и скрылся с места происшествия. Крупная авария произошла в вечерний час пик на пересечении улиц Кулгали и Рябиновая. Предполагаемый виновник происшествия объяснил, что ему наперерез выехал другой автомобиль. Чтобы не столкнуться, он вывернул руль на полосу встречного движения. О том, что это ошибка, он понял практически сразу. Олег Ирудинова продолжит. Он-то виноват, но смысл в том, что спровоцировал аварию человек, который уехал. Все видели, как автомобиль выехал с улицы Рябиновой, не пропустив при этом поток машин, имеющих приоритет в движении. Водитель Форда Фокус, чтобы избежать столкновения от неожиданности, вырулил на полосу встречного движения. Нарушителя не задел, и тот уехал. Дорогу перекрыли нам, водитель оттуда выехал с той стороны, перекрыл дорогу.
Я от удара уходил, пришлось вылететь на встречу. А в это время Ford Focus въехал в «Шкоду», которая от удара развернула и отбросила на несколько метров назад. Затем удар пришелся на «Тойоту», водитель которой двигался за «Фордом». И хотя в аварии нет пострадавших, автомобиль предполагаемого виновника оказался серьезно поврежденным. Мужчина намерен найти того, из-за кого все произошло, чтобы возложить на него возмещение убытков. Правда, шансов мало. Ну, на камере там все видно. А там видно номер машины? Нет. Не видно, да? Не видно. То есть сейчас как будете искать, что ли, его? Походу, наверное, гаишниками будем решать этот вопрос. Это я виноват, я на встречке стою. Я не отрицаю этой вины своей. Но если бы я ему в бок ударил, там бы последствия могли бы жестче быть. В случае, если водитель «Форда» не найдет неизвестного автомобилиста, вся вина за произошедшую аварию ляжет на его плечи. Алия Хайрудинова, Айрат Назипов, Наиль Абдуллин, вызов 112. А на улице Боруди столкнулись Hyundai и Kia Rio. По предварительной версии, Kia попыталась повернуть налево и заехать на прилегающую территорию. Водитель встречного Hyundai такой маневр не ожидал и въехал в иномарку. Прибывшие на место инспекторы отправили водителей в центр оформления ДТП. Toyota Camry вылетела в забор на улице Парина. В салоне находился только водитель, и, к счастью, он не пострадал. Мужчина назвал две причины аварии. Его подрезали, и машину занесло на льду. Спровоцировавший аварию автомобиль просто уехал. Если другого водителя так и не найдут, то нести всю ответственность за происшествие, в том числе и финансовую, придется владельцу Toyota. Ни указ Петра I в 1723 году, запретившего работорговлю, ни отмена крепостного права в 1861, ни современный уголовный кодекс для него не указ. Видимо, решил 28-летний, тогда еще действующего оперуполномоченного отдела МВД по Нурлатскому району. Раб был ему просто жизненно необходим. И по версии следствия, в мае минувшего года он задержал в одном из домов 47-летнего Идриса Садыкова, проходящего по делу потерпевшим. Угрожая возбуждением уголовного дела, отвез его в отдел полиции, а затем и в село Новое Демкино Аксубаевского района на участок, принадлежавший их семье. Так для обоих жизнь началась заново. О рабовладельчестве в 21 веке Нафиса Минязова. Теперь он уже бывший сотрудник полиции. В Советский районный суд на продление меры пресечения его привели под конвоем. Органами предварительного расследования бывшему сотруднику полиции Гафиятову предъявлено обвинение в превышении должностных полномочий, совершенных с применением насилия или угрозы применения с причинением тяжких последствий, а также в использовании рабского труда, повлекшего тяжкие последствия для потерпевшего. В мае минувшего года, как полагают следователи, подсудимый и его брат взяли в плен 47-летнего Идриса Садыкова. Мужчину задержали в Нурлатском районе в мае минувшего года. Объявили о подозрениях в причастности к ограблению магазина, отвезли в полицейский участок. А затем вместо суда в Аксубаевский район, деревню Новое Демкино, на ферму своего отца. По версии следствия, экс-полицейский отвез так называемого раба к своему отцу на ферму, где заставлял его делать всю грязную работу. В случае отказа его избивали. Доходило даже до того, что за нежелание чистить туалет ему ошпарили руки кипятком. В случае побега ему грозили с тем, что отправят его за решетку и повесят на него какое-либо преступление. Жил мужчина, как сам потом признался, в ужасных условиях в вагончике. Отношение к нему было соответствующее. Искал возможность сбежать и смог выйти на связь с родственниками. Последние обратились в полицию с заявлением о розыске. На уголовное дело рабовладельцам удалось прекратить. Мужчина продолжал оставаться в плену. Сестра пленника не сдавалась. И подозревая, что новое дело прекратить будет сложнее, эксплуататоры просто выбросили мужчину на дороге. Родственница нашла его и уговорила написать заявление в Следственный комитет. Одного из братьев Динара Гафиятова задержали и уволили из органов. Ввиду морально-слабого состояния потерпевшего, обвиняемый может воспрепятствовать и воздействовать как на него, тем самым склонив его к изменению показаний. Также следствие полагает, что Гафиятов через своих служивцев может воспрепятствовать предварительному следствию, угрожать следователям. Сам подсудимый же просил его не отправлять за решетку. Просто неохота сейчас, чтобы дети страдали от какого-то больного человека. Принять меры в течение полтора, хотя бы домашний арест, чтобы я смог воспитывать своих детей. Также следователи планируют привлечь к ответственности и остальных участников. В настоящее время у нас осталось решить вопрос о выделении в отношении иных участников уголовного производства, которые не могут участвовать по тем или иным обстоятельствам в деле. Сегодня Динара Гафиятова отправили в следственный изолятор на 2 месяца. Вероятность суда он будет дожидаться именно там. Нафиса Минязова, Константин Бушуев, вызов 112. Это все, о чем мы успели вам рассказать. В студии был Сергей Хайдаров. До встречи. И не бросайте вызов судьбе, вдруг она его примет.